Внимание! Данный материал не предназначен для лиц младше 18 лет. 15 марта 2021 года «Новая газета» опубликовала свидетельские показания Сулеймана Гезмахмаева, старшего сержанта полка имени Кадырова, о массовых задержаниях и внесудебных расправах чеченской полицией. В данном видеоматериале мы озвучиваем дословный рассказ Гезмахмаева, взятый из статьи «Новой газеты» под названием «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей». Полная статья доступна на сайте новаягазета.ру. Видеоматериал подготовлен Чеченской правозащитной ассоциацией «Вейфонд» при поддержке постоянных волонтеров и доноров ассоциации. Сулейман Гезмахмаев принимал участие в декабрьских и январских спецоперациях по задержанию сотен жителей Чечни и охранял в подвале спортзала полка имени Кадырова минимум 56 задержанных. Он также знал об обстоятельствах убийства по меньшей мере 13 человек из нашего списка казненных, произошедшего в ночь на 26 января на территории полка. Впервые о массовых задержаниях и внесудебных расправах свидетельствует чеченский полицейский, который сам исполнял незаконные приказы. Но бессудная казнь задержанных стала отправной точкой для его побега из Чечни. Он больше не хотел иметь ничего общего с чеченской полицией. И, что самое главное, он хотел рассказать миру о страшном преступлении, очевидцем которого стал. Все эти годы совместные усилия большой коалиции партнеров «Новой газеты» были направлены на обеспечение максимально возможной безопасности этого человека и его семьи. Но это не был контракт безопасности в обмен на показания. Первичным в этой истории было само решение Сулеймана Гезмахмаева дать свидетельские показания, не скрывая своего лица и имени. Мы лишь помогли ему сделать это и по возможности остаться живым. В конце апреля 2017 года Гезмахмаевы, Сулейман, жена, 2 детей, один из которых грудной младенец, выехали из Чечни на поезде Грозный-Москва, а затем на поезде Москва-Брест пересекли российско-белорусскую границу. К тому времени Сулеймана Гезмахмаева уже искали в Чечне, о чем ему сообщили сослуживцы. В Белоруссию за ним отправились несколько сотрудников полка имени Кадырова, чтобы задержать и доставить обратно в Чечню. Фактически чудом семье Гезмахмаевых удалось тогда перейти белорусско-польскую границу. Польские пограничники забрали у них российские загранпаспорта и поместили в лагерь беженцев. Но в Польше Гезмахмаевы не остались. Уже несколько лет польские власти фактически отказывают жителям Чечни в гуманитарном убежище, а находиться там в ожидании депортации в Россию опасно. В Польше большая чеченская диаспора, часть которой активно сотрудничает с режимом Рамзана Кадырова. В начале мая Гезмахмаевы прибыли на территорию Германии. 16 мая 2017 года они сдались местным миграционным властям и запросили статус беженцев. 2 июня 2017 года Сулейман Гезмахмаев был проинтервьюирован офицером немецкой миграционной службы о причинах, вынудивших его бежать из Чечни и России и просить гуманитарного убежища. Это страшное преступление, в котором он также оказался замешан, его не отпускало. В интернете он искал аккаунты задержанных и убитых в январе 2017 года жителей Чечни и однажды наткнулся на инстаграм жены Адама Дасаева, одного из 13 казненных. В инстаграме женщины была размещена ее фотография с детьми, а под ней отчаянная мольба сообщить хоть что-то о судьбе мужа. Сулейман Гезмахмаев не сдержался и написал женщине: «Скоро ты узнаешь, что случилось с твоим мужем». После этого он, правда, удалил аккаунт, с которого писал этой женщине. Но вряд ли бы он смог долго жить с этим знанием, не позволив ему выйти наружу. Показания, полученные у свидетеля Гезмахмаева в соответствии с законом об адвокатуре и УПК РФ, официально заверены нотариусом и составляют 37 страниц. Сегодня «Новая газета» опубликует монолог Сулеймана Гезмахмаева, в котором он рассказывает не только о преступлении, которому стал очевидцем, но и о том, как молодые чеченцы, поступая на службу в российскую полицию, в итоге становятся палачами. Монолог. Я родился в 1989 году. Мое родовое село Ачхой-Мартан, Тейп-Ченхой. Когда к власти пришел Джохар Дудаев, мне был год. Когда началась Чеченская война, 5 лет. Отец участвовал в первую чеченскую в ополчении, воевал вместе с Дудаевым, Масхадовым, знал Ахмата Кадырова. После Второй войны отец занял четкую позицию – как можно меньше общего иметь с государством. Он сам никогда не работал в государственных структурах и не хотел, чтобы его дети там работали. Мать развелась с отцом, когда мне было 4 года, уехала из республики. По чеченским обычаям дети остались с родственниками отца. Я учился в Ачхой-Мартановской школе номер 1 с 1997 по 2007 год. Пробовал себя в вольной борьбе, как большинство чеченских мальчишек. В школе начал подрабатывать на стройке. После учебы в институт не пошел. В республике была разруха, а уехать из Чечни в Россию было дорого. Я пытался работать на моего знакомого, который жил в России.
Он торговал валютой на Форекс, открыл в селе офис. Я уговорил своих друзей работать на него. А потом он стал мухлевать и не платил им зарплату, хотя зарабатывал какие-то деньги. А я вынужден был за него краснеть и обещать, а потом не выполнять обещаний. Я так не мог. Отец в меня вбил, что за каждое слово и поступок нужно отвечать. Я бросил это дело. Армия для чеченцев была недоступна. Стройка, такси или полиция — вот весь выбор. Я стал первым в своей семье, кто пошел работать в силовые структуры. Отец был категорически против, но я ему сказал, я легко мог бы устроиться ментом в Очхой-Мартановской РОВД, но я не хочу быть ментом. Я хочу быть спецназовцем. Я хочу участвовать в спецоперациях, бороться с терроризмом. Когда по ЧГТРК показывают полк Кадырова во всем обмундировании, это сильное впечатление для чеченских парней. Я думал, спецназ не полиция и не гаишники, пытками и взятками не занимается. Буду в спецназе защищать людей. Отец, когда понял, что меня не отговорить, сказал, если хоть один человек на тебя пожалуется, я своими руками с тобой даже разбираться не буду. Я тренировался, чтобы сдать нормативы. Сдал легко. Потом было собеседование, плюс у меня были поручители. Друзья из села, которые уже служили в полку и в районном РОВД. Через неделю после собеседования меня пригласили, и я заполнил анкету. Потом в течение 5 дней пришел приказ о зачислении меня в полк стажером. Подготовить на результат. Первые 1,5 года я служил в 7-й роте в 14-м взводе в батальоне ППСП, размещенном в Очхой-Мартане. 3 месяца, пока мы были стажерами, нас обучали инструктора, которых готовили в центре спецназа Даниила Мартынова. Выяснилось, что у меня способности к стрельбе. Моя специализация — полицейский стрелок, снайпер. Я очень старался. Мне правда все это нравилось. Основная база полка в Грозном. В полку 9 рот. 1 инженерно-технический отдел и 8 рот, которые занимались обычной службой. В роте от 80 до 100 человек. Плюс командный состав. Всего численность полка под 1000 человек. Мы несли караул на шлагбауме, КПП, вышках, участвовали в оцеплениях. Кроме того, сотрудники полка всегда участвовали в КТО, контртеррористическая операция, РЕД «Новая газета». График службы ненормированный, в любой момент могут вызвать. Если в течение 1,5 часов не приедешь, наказывают, неделями потом в выходной не отпустят. По 6 суток проводили на работе, 2 дома. Бывало так, что идешь домой и не доходишь, обратно вызывают. Людей не хватало в роте. Поэтому, когда устраиваешься в полк, то обязательно нужна машина. А машина — это кредит, то есть лямка, которая привязывает к службе. В феврале 2012 года, когда я перешел из стажеров в рядовые, впервые участвовал в КТО в Ножа-Юртовском районе. Кроме полка были задействованы и другие структуры. Общие потери среди сотрудников чеченского МВД — десятки погибших и раненых. Боевиков было убито всего 6. Раненых боевиков всех добивали на месте. Настоящие боевики живыми никому в Чечне не нужны. Под пытками они могут сказать много лишнего. Часть оружия боевиков, в основном старое или непригодное к стрельбе, сдавалась официально в следственные органы, РЕД «Новая газета». А хорошее мы забирали себе и никак не оформляли. Это оружие потом использовалось для разных целей. Например, для продления режима КТО в Чечне. Силовикам невыгодно, если режим КТО снимают. Снижается финансирование, нет показателей. У каждого начальника РОВД есть доверенные лица из числа сотрудников, которые делают грязную работу. Им дают оружие боевиков, и они обстреливают какой-нибудь КПП или воинскую часть. И опять в республике вводят усиленный режим. Если кого-то из этих людей убивают в перестрелке, их задним числом увольняют и объявляют в федеральный розыск как пособников террористов. Чеченские полицейские делают и другую грязную работу, используя левое оружие. Если попадаются, их тоже увольняют задним числом. Справка. В аналогичной ситуации, например, оказался убийца Немцова, сотрудник батальона «Север» МВД по ЧР Заур Дадаев. Вскоре после того, как ФСБ установила его причастность к убийству, представители МВД заявили о том, что Заур Дадаев еще 24 декабря 2014 года написал рапорт на отпуск, по окончании которого уволился из чеченской полиции якобы по собственному желанию. Если у боевика находят деньги, их забирают себе сотрудники подразделения, которое ликвидировало боевика. Это их результат. Результатом у нас называют убитого боевика, шайтана. За результат премируют, повышают по службе, выделяют. Результат можно делать в ходе реального КТО, но легче кого-то поймать, продержать в подвале, пока не отрастет борода, а потом вывести в лес и под видом боевика ликвидировать. Это называется «подготовить на результат». Я услышал это выражение, как только устроился в полк. А сам с таким столкнулся весной 2012 года.
В начале весны на базу привезли 18-летнего парня и спустили в подвал. Место дислокации полка в Ачхой-Мартане небольшое. 3 здания и столовая. И не заметить, что его привезли, было невозможно. Его охраняли старослужащие, нас, новобранцев, к этому не привлекали. Где-то через месяц нас построили, разбили на 4 группы, в каждой по 5 человек. Для подкрепления 4 операм и ФСБшнику. Это была 5-я группа. Нам сказали собрать рюкзаки на 3 суток и направили в Бамут для участия в КТО. Наша группа получила координаты своей высоты. Мы должны были находиться в засаде. Между всеми группами было расстояние в 1 километр, чтобы мы сразу услышали, если начнется боестолкновение, и пришли на подмогу. Так мы просидели 2 дня. Ничего подозрительного не видели. Ночью несли службу, каждые 2 часа сменяя друг друга. На 3-й день по рации передали, что в нашу сторону едет машина, приказали не стрелять. Машина проехала, и через несколько часов, уже темно было, тот сотрудник, который дежурил, пока мы спали, услышал громкий человеческий крик. А под утро началась сильная стрельба. Она быстро прекратилась, нам приказали освободить высоту. Мы спустились со своей сопки, и я увидел человека. У него было ранение в левый глаз, входное отверстие и в грудь. Мне показалось, что у него были сломаны ноги. У него с собой ничего не было, ни вещей, ни оружия. Нам сказали, что было боестолкновение, он оказал сопротивление и был убит. Но это был тот самый парень, которого месяц назад доставили к нам в подвал. Он был очень бледный и заросший весь. Его ночью привезли, застрелили и скинули со скалы. А нам-то сказали, что мы будем участвовать в реальной спецоперации. Если бы я не видел его задержанным на нашей базе, я бы действительно думал, что убили очередного боевика. Мы потом в роте обсуждали этот случай между собой. Кто-то нашел в интернете видео омовения, его тело выдали родственникам для похорон. Оказалось, этот мальчик мой односельчанин, единственный сын в семье, отца у него нет. Его задержали, когда он выехал из села в Пятигорск на учебу после каникул. И с тех пор его везде искали, родственники закидывали про него везде информацию. А он у нас сидел, в подвале. Это была первая ситуация, когда я столкнулся с тем, как готовят на результат. А в конце службы сам чуть не стал результатом. Когда я уехал и меня начали разыскивать, мой родственник, командир батальона Ачхой-Мартановского РОВД, сказал: «Если вы не знаете, где Сулейман, значит, он точно поехал в Сирию». Он так сделал, потому что выявить ушедшего в Сирию тоже считается результатом. За это могут в конце года даже премию дать. Кого боится Кадыров? В конце 2012-го нас перевели на службу в расположение полка по адресу город Грозный, Старопромысловское шоссе, дом 17. Я служил в 14-м взводе 5-й роты 3-го батальона на должности полицейского стрелка. Командиром нашей роты сначала был Исмаил Даутов, а потом Иса Таймасханов. Раньше, когда надо было выезжать на спецоперации, я всегда первым вызывался. Теперь же боялся, что вместо реальных боевиков мы можем убить подставных. Я не хотел в этом участвовать и стал избегать выездов на КТО. Я стал больше тренироваться на базе, регулярно участвовал в соревнованиях спецназа. Они в республике популярны, так же как бои ММА или скачки. Еще нес службу в оцеплениях. Полк привлекают для охраны всех крупных мероприятий в Чечне, футбола, концертов, когда приезжают гости Кадырова. Кроме того, полк всегда выполняет охранные функции, когда сам Кадыров выходит в город. Когда он гуляет, например, по проспекту Путина, в каждом доме в квартирах с окнами на проспект примерно через каждые 50 метров сидят снайпер и автоматчик. Жильцов на это время просят либо выйти из квартиры, либо подождать в других комнатах. Я много раз охранял Кадырова таким образом. А когда он выезжает в горы, его охрана увеличивается минимум до 2000 человек. Задействуют всегда СОБР, Терек, первый круг охраны. ОМОН и наш полк, второй круг. Потом уже личный состав районных РОВД. Когда по ЧГТРК показывают, как Кадыров руководит спецоперацией по уничтожению боевиков, это спектакль. Сначала боевиков убьют, территорию зачистят, оцепят. Только после этого приезжает Кадыров с личной охраной и камерами. В декабре 2016 года я был в числе сотрудников полка, которых привлекли к уничтожению группы боевиков ИГИЛ, террористическая организация, Ред Вайфонд, напавших в Грозном на сотрудников полиции. Мы выдвинулись на бронированных УАЗиках и Урале, плюс БТР. Но из машин даже не выходили, потому что спецоперацией это трудно было назвать. 4 задержанных привезли на Карпинку безоружными, приказали сбежать с пригорка и постреляли как зайцев. Но и тогда Кадыров приехал после того, как их уже убили. Мы нужны были, чтобы охранять его, когда он гонял броневик туда-сюда под камеры. В наш полк Кадыров приезжал редко, только по праздникам или на юбилей. Справка. Лесистая местность в районе поселка Карпинский курган заводского района Грозного.
18 декабря 2016 года в районе Карпинского кургана прошла спецоперация, которой официально руководил глава Чечни Рамзан Кадыров. В ходе спецоперации были уничтожены 4 молодых чеченцев, которые, по версии следствия, совершили нападение на сотрудников чеченской полиции 17 и 18 декабря 2016 года. Мне кажется, он боится полка имени своего отца. Перед его приездом мы снимали бойки стабильного оружия и вынимали из магазинов патроны. Нас очень тщательно несколько раз проверяли перед его приездом. Когда на стадионе «Динамо» собрали тысячи чеченских полицейских и все заговорили про армию Кадырова, на самом деле эта армия была безоружной. Оружие было только у личной охраны Кадырова. Ну и, может быть, у СОБРа Терек. Его Кадыров не боится. СОБРом руководит его друг детства, Абузайт Висмурадов по кличке Патриот. Стимулы и поборы. Сотрудников чеченской полиции поощряют на поимку шайтанов. Однажды нам пообещали 1 000 000 рублей и Тойоту Камри. Как все бросились боевиков искать. Просились в увольнительную или наоборот на выезд в КТО. Звонили в полк, поднимали за ночь по 2-3 экипажа на задержание. Но я не видел ни одного сотрудника полка, получившего в итоге 1 000 000 или Камри. Когда я поступил на службу, командиром полка еще был Джихад, Вахид Усмаев. При нем, если кто-то уж совсем явно для звездочки приводил человека, из которого выбивали признание в терроризме, то Ваха сам его допрашивал. И когда понимал, что человек невиновен, лично бил того, кто пытал задержанного. В августе 2014-го командиром полка назначили Аслана Ирасханова, друга Висмурадова. Принимал он новых сотрудников в полк так. Однажды вывели из подвалов несколько задержанных. Ирасханов берет у своего охранника пистолет и говорит тем, кто пришел устраиваться: «Смогли бы убить человека, чтобы попасть в полк?» «А что он сделал?» – спрашивает один парень. «Он шайтан». И этот парень берет пистолет, целится в голову и спускает курок. Охранник Ирасханова перед этим из магазина все патроны вынул. Но парень-то об этом не знал. Так ведут себя люди, которые перед своими друзьями и односельчанами были трусами. Дай такому в руки оружие и власть, он начинает чувствовать себя чуть ли не богом. Через месяц после назначения Ирасханова с каждого сотрудника стали собирать по 2000 рублей. Это примерно 2 миллиона рублей в месяц со всего полка. Нам говорили, что эти деньги берут якобы для оплаты бензина и запчастей для автомобилей, используемых во время проведения операций. Моя зарплата, самая высокая, какую я получал уже в должности старшего сержанта, 43 000 рублей. Больше не платили, хотя должны были доплачивать за каждый выезд на КТО. Я однажды провел в лесу на спецоперации 27 дней. Ни разу в село не опустились, ликвидировали личного охранника Доку Умарова Абу Муслима. Никакой премии никому из рядового состава не дали. У Ирасханова есть автозаправка, расположенная рядом с управлением ГИБДД по ЧР. Автозаправка называется «Сатурн-С». Ею управляет отец Ирасханова Салман. Сотрудникам полка разрешено заправляться на этой заправке в долг, поэтому большинство сотрудников из-за нехватки денег заправляются на ней. В дни, когда должны получить денежное довольствие, с автозаправки приходят списки должников, и старшины сразу забирают долг у сотрудников. Охрана у Ирасханова даже по меркам Чечни была многочисленной. 6 человек в личной охране, 10 в домашней. Личные охранники на бумаге числились замкомандирами батальонов и рот, то есть зарплата у них была выше, чем у рядовых сотрудников, от 55 до 90 тысяч рублей. Кроме того, каждую ночь 2 экипажа из числа сотрудников, 8 человек, на бронированных УАЗиках ездили охранять дом Ирасханова. Кадыров об этом не знал, пока один раз наши экипажи не остановили на проспекте Путина гаишники. Проспект перекрывали для кортежа Кадырова. Так и выяснилось, что Ирасханов каждую ночь набирает себе дополнительную охрану. Хотя до этого Кадыров всем начальникам полиции приказал распустить свою охрану. «Вам ничего не грозит». Какая была реакция у Кадырова, я не знаю, но мы охранять Ирасханова не перестали. Нам потом командир роты сказал: «Объезжайте проспект Путина, а если остановят, говорите, что едете на спецоперацию в лес». Задержание. Я видел много задержанных в полку. По наркоте, по НВФ, участие в незаконных вооруженных формированиях, РЕД, «Новая газета». Все они, разумеется, были задержаны незаконно. Однажды задержали в Грозном мальчишек 17-18 лет. Они ездили на машине с левыми номерами. Левые номера — это отдельная тема. Мы часто их используем в спецоперациях. Чаще снимаем номера с полкового транспорта, автобусов, УАЗиков или машин наркоманов, которых задержали, и ставим на машины, на которых выезжаем на спецмероприятия. Кроме того, в полку есть левые номера сбитых тачек. В Ингушетии вообще можно купить за 1500 рублей любой номер. Эти парни так и сделали. Мы их задержали, потому что у них на машине был номер К-769РА-95. А это номер Ирасханова.
Они не знали, что это за номер, он им просто понравился. Мальчишек доставили в полк, побили, через сутки отпустили. У всех сотрудников полка имеется комплект нашивок и шевронов различных подразделений, в том числе СОБР, ОМОН, МВД России и своего полка. До начала операции командиры указывают, в какой именно форме и с какими нашивками нужно выезжать на операцию. На все официальные мероприятия сотрудники полка выезжали в своей форме, с нашивками и шевронами своего полка. На задержание выезжали в форме и с нашивками других подразделений. Во время задержаний у нас было принято называть себя чужими именами, чтобы задержанный не знал наших реальных имен. Иногда разговаривали только по-русски, чтобы выдать себя за федералов. Но массовые задержания на моей памяти до января 2017 года были всего 2 раза. В 2015 году были задержания из моего района. В селе Катыр-Юрт была группа в WhatsApp, где-то 30-35 человек. Что за группа, не знаю. Задержанных подержали в подвале, но потом всех отпустили. В 2016 году было очень много задержанных из сел Беной и Ойсхара, Ножа-Юртовский и Гудермесский районы. Все задержанные обвинялись в подготовке покушения на Кадырова. Тогда в его резиденции в Беное заложили взрывчатку. Я точно знаю, что минимум 2 из этих задержанных мертвы. Одному отбили почки, он умер в Джалке, родовом селе Делимханово. Второго звали Умар. Его допрашивал лично Висмурадов. В ходе допроса он оскорбил задержанного, обратился к нему уничижительно, как к женщине. Умар ответил: «Ты кто такой, чтобы так со мной разговаривать и поворачиваться ко мне спиной?» Висмурадов схватил кувалду и с размаху ударил задержанного по руке, раздробил кисть. Умара забили до смерти и похоронили тайно недалеко от полка. Я знаю место. Январь 2017-го. В начале января 2017 года командир роты Иса Таймасханов сообщил нам, что будут проводиться задержания. Как я понял, ФСБ следила за Узум Хажи Мадаевым и его контактами. Полного списка людей, подлежащих задержанию, изначально не было. ФСБшники и опера представляли данные первых задержанных. Они под пытками сдавали кого-то, те еще и еще. У нас в полку заведено так. Когда даже одного человека поймали, мы уже готовимся к выездам. Потому что даже если человек невиновен, он должен сдать кого-то, и мы поедем на задержание тех, кого он назвал. За неделю мы доставили в полк 56 задержанных. Многие из них впервые друг друга видели только в нашем подвале. А еще до 9 января к нам в полк привезли 4 человек. Среди них был Дубаев Резван, весь седой, 45 лет. Оказалось, у нас с ним есть общие родственники. И Саламбек Патаев. Ему сломали руку, он сдал очень много людей. 9 или 10 января нам скомандовали на построение «Выезд через час». Из сотрудников полка были сформированы штурмовые группы. Все сотрудники были в форме цифра, в разгрузке, касках и бронежилетах, то есть в полной экипировке. Выезжали в основном в вечернее и ночное время. Задержания проходили в Гудермесском, Курчалоевском, Шалинском, Грозненском районах и в Аргуне. Мы должны были оказывать силовую поддержку операм, но никто из задержанных сопротивления не оказал. Я участвовал в задержаниях с 9 или 10 января по 13 января, в основном в Курчалоевском районе, села Майертуб, Цоцеюрт и в Шалинском районе. Только наша группа, в группе 4 сотрудника, проводила по 6-7 задержаний каждый день. Всего в задержаниях участвовало около 50 сотрудников полка. Я лично участвовал в задержании жителя села Майертуб Мансура Джамалханова. К Джамалханову мы приехали на 2 экипажах. Были также оперуполномоченные уголовного розыска Курчалоевского РОВД на автомобилях «Лада Приора» и участковый. Он ждал нас на въезде в село, показывал дорогу. Он сказал, что Джамалханов сопротивляться не будет. Мы приехали, оцепили дома, ворота были не заперты. На стук в дверь вышел сам Джамалханов, он был в домашней одежде и тапочках. Мать его выскочила следом, закричала. Мы сказали, что ее сына увезут в РОВД, зададут несколько вопросов и привезут обратно. Первый экипаж вместе с операми проводили обыск в доме. Забрали телефоны, никакого оружия не нашли. После обыска разрешили ему надеть куртку и увели прямо в тапочках. Джамалханова посадили в наш УАЗик. В машине мы надели на него наручники и натянули куртку ему на голову. Он был очень испуганный, все время нас спрашивал «За что? За что?». Мы старались с ним не разговаривать. Сначала мы привезли Джамалханова в РОВД Курчалоевского района. Ждали, пока его опросят оперативники. Они его сильно избили. Потом мы отвезли его в полк и сразу спустили Джамалханова в подвальное помещение спортзала. Там уже были 8 или 9 человек, прикованных к батарее. Джамалханов отказывался признаваться, просил, чтобы привели того, кто указал на него как на члена банды. Привели задержанного Салтахмадова. Он был в таком состоянии, что даже родного отца боевиком бы назвал.
Джамалханов плакал, просил Салтахмадова сказать правду. Потом уже, когда они сидели в одной камере, Джамалханов уговорил все-таки Салтахмадова признаться в оговоре. У всех задержанных забирали телефоны, а также забирали телефоны их родственников в ходе обысков во время задержаний. Задержанные сами разблокировали свои телефоны. Телефоны хранились у оперативников в полку включенными на зарядке в режиме полета. Кроме оперов полка, задержанных опрашивали ФСБшники. В январе 2017 года они провели на территории полка около недели, кушали в нашей столовой, а ночевали в своих машинах. Я точно помню 4. Один был чеченец, Ильяс, один русский и 2 дагестанца. Они проводили допросы задержанных после их обработки. Сами не били. Обработкой занимались сотрудники полка и опера. Опера были наши, Собра Терек. Командир Терека Абузайт Висмурадов в январе 2017 года постоянно приезжал в полк и районных отделов полиции. Задержанных избивали сразу, как спускали в подвал. Били в основном полипропиленовыми шлангами по ногам и по другим частям тела, кроме лица, так как их фотографировали для ориентировки. Если у задержанных были следы сильных избиений на лице, скорее всего, после пыток в районных РОВД. Ред «Новая газета». Их в полку не фотографировали. Всех задержанных при поступлении пытали током. Использовали полевой телефон, но если задержанный молчал, то брали провод. На одном конце клеммы, на другом вилка. Ее вставляли прямо в розетку. После этого задержанных передавали ФСБшникам. Они допрашивали в кабинетах, куда никто не имел права заходить. После ФСБшников задержанных допрашивали сотрудники полка. Я лично тоже их допрашивал. Это не допрос, как у следователя. Меня не учили проводить допросы и задавать правильные вопросы. Я просто выяснял, как дошло до того, что они присоединились к террористам. Спрашивал их, почему они против государства, какую-то общую информацию. Кто они, откуда, какого тейпа, из какой семьи. Подумали ли они о своих родственниках, прежде чем делать такое. Наши командиры сказали нам, что они готовили нападение на чеченских полицейских. Сами задержанные говорили, что хотели напасть на российских военных. Но под током скажешь все, что угодно. Их ведь уже задержали как террористов, поэтому они должны были признаться хоть в чем-то. Подвал. На территории полка находятся 5 казарм, реабилитационный центр, клуб, штаб, спортзал, гаражи для спецтехники, складские помещения, футбольное поле и стадион. Подо всеми зданиями имеются подвальные помещения, но не в каждом работают, то есть пытают. В подвале спортзала держали большую часть задержанных, там их пытали. В подвал 5-й казармы отправляли совсем плохих, тех, кто уже не мог ходить. С 14 января меня направили охранять задержанных, находившихся в подвальном помещении спортзала. Подвальное помещение было разделено на 10 комнат. Посередине был коридор. Проходы в комнаты закрывались дверьми, 2 из которых были металлические, остальные деревянные. Кормушек у дверей не было. Каждые сутки на охрану задержанных поступало 6 человек, которые дежурили посменно, в основном по 2 или 4 человека. Новая охрана в столовой забирала еду для задержанных. Кормили задержанных 2 раза в день. Получали на 56 задержанных 10 кружек, тарелок и ложек, 2 ведра чая, печенье в картонных коробках, хлеб, иногда суп. Охранники выбирали кого-нибудь из задержанных, чтобы он разносил еду по камерам. Задержанным наливали кружку чая, давали 1 или 2 куска хлеба и 1 печенье. Это печенье нам всегда давали на завтрак, обед и ужин в столовой полка. Ешь сколько хочешь. А задержанные крошки с пола собирали. Их специально не кормили. Они были очень голодные, слабые, не могли ходить, падали. Спали они на голом полу, подложив под себя свою одежду и обувь. Дежурили мы по 2. 4 часа смена, 4 отдых. Потом опять возвращаемся в подвал, и кроме криков ничего не слышишь. Там постоянно задержанных допрашивали и пытали. В одной из камер в нашу смену задержанный Абдулвахид Джабихаджиев пытался вскрыть себе вены. Он сломал краник на батарее и об острые металлические края порезал запястье. Со мной в смене всегда был мой друг Сулейман Саралиев, как и я, сержант полиции, служил в 14-м взводе 5-й роты. Когда мы дежурили в ночное время, у нас была возможность водить задержанных в душ. Мы покупали им шампунь и мыло, кусачки для ногтей приносили, разрешали им молиться, просили в столовой дать им побольше еды, разговаривали с ними. Амиры. Среди задержанных было 13 амиров, командиров боевиков. Я хорошо помню Имрана Досаева, Махму Мускиева, Аюба Цыкмаева, Саид Рамзана Абдулкеримова, Ахмеда Тучаева, Муслима Шипиева. Их всех убили. Только Имрана Досаева оставили живым. Махму Мускиева я допрашивал. Его задержали прямо на стройке. Он был в рабочей одежде, весь в цементе и в галошах на босых ногах. Он был очень худой, тихий и вызывал жалость. Его очень сильно били.
А он плакал и соглашался со всем, в чем его обвиняли. Его определили в амиры. Сказали, что он привлек в бандгруппу 10 односельчан. Лично я в это вообще не поверил. Разве такой, как Махма, мог даже одного чеченца убедить идти с ним на джихад? Я бы просто не стал его слушать. Я думаю, его взяли потому, что он был племянником тех самых Мускиевых, которые в 90-х враждовали с Кадыровыми. Кадыров во время январских задержаний только и говорил про Мускиевых. Называл их врагами чеченского народа, требовал выслать из Чечни. В эти же дни по ЧГТРК показали в селе Цоцен-Юрт, родовое село Мускиевых. Ред «Новая газета». Большой исход, на котором односельчане семью Мускиевых осудили и выселили. Магомеду Мусаеву было 17 лет. Его страшно избили еще в Шалинском РОВД, до того, как он в полк попал. У него лицо и одно ухо были как сплошной фиолетовый синяк. Его обвиняли в финансировании бандгруппы. Он был сыном замглавы начальника шалинской администрации. Его потом отпустили, потому что он был несовершеннолетний, а может, отец договорился и выкупил его. Тамерлан Мусханов был парикмахером. У него была машина Ауди, которую забрали во время задержания и отдали племяннику Ирасханова. Тамерлана тоже сделали амиром. Адам Тучаев был водителем в шалинской воинской части в танковом полку, на который задержанные якобы готовили нападение. Его обвинили в том, что он передал боевикам флешку с информацией про полк. Где танки стоят, где посты часовых, сколько в полку сотрудников. У дочери Адама Тучаева очень редкое заболевание. Единственный случай в России. Адам был ее единственным донором. Юсупов Шахман сидел в котельной. Он сам из Шалей, но его родственников обвинили в поджоге зиярата, святого места, Ред «Новая газета». И их семью выселили из села. Шахман с женой и детьми переехал в Аргун. Там его и задержали. Сайд Рамзан Абдулкеримов сказал мне: «Ну какой я амир с 2 братьями полицейскими? Я просто в одну мечеть с некоторыми задержанными ходил. Брат Абдулкеримова — майор полиции. Второй его брат тоже бывший сотрудник. У него был позывной «Пацанчик». Сам Сайд Рамзан тоже хотел устроиться в полицию, но оба его брата были против. Потом второй брат, который работал в охране у какой-то шишки, смог договориться, чтобы родственникам выдали тело Сайд Рамзана для похорон. Адама Дасаева задержали 11 января во время спецоперации в Гелдагане. Его показали по ЧГТРК 11 января. Он входил в группу Узум Хажи Мадаева, который реально интересовал ФСБшников. Они за ним вели наблюдение и прослушивали его телефон. Но большинство из тех, кого задержали после этой спецоперации в Гелдагане и посадили в наш подвал, даже не в курсе были, кто такой этот Мадаев. Адама очень сильно пытали, и он поехал головой. У него были припадки, иногда по ночам кричал совсем как сумасшедший. Его двоюродного брата Имрана Дасаева задержали 14 января и тоже показали по ЧГТРК. Его привезли к нам в подвал с раненой ногой. Те, кто его привез, запретили вытаскивать из раны пулю, хотели, чтобы гангрена началась. Имрана держали прикованным за руку наручниками к дверной решетке. Нога у него распухла, и он сильно мучился. Когда он кричал от боли, мы вызывали к нему роторного фельдшера Анзора, чтобы он сделал перевязку. По ночам он не мог спать, и я часто с ним сидел. Приносил ему чай со сникерсом. Имран мне сказал, что он хотел уехать в Сирию. Когда их окружили в Гелдагане, он ушел задними дворами, потому что не хотел никого убивать и умирать тоже не хотел. А через 2 дня после спецоперации сдался полицейскому на площади Минутка в Грозном. После задержания его отвезли в резиденцию к Кадырову, где ему прострелили ногу. Он крикнул Кадырову, почему он на стороне русских, которые убили его отца Ахмата Кадырова. Это привело Кадырова в ярость. Он выхватил пистолет у охранника и несколько раз выстрелил в пол под ноги Дасаева. Имран Дасаев пытался повеситься, когда сидел в подвале. Он сделал веревку из нижнего белья, привязал ее к решетке и повис всем телом. Ему помешали сокамерники, подняли шум. Казнь. Примерно в конце января под вечер в подвал спортзала пришли несколько оперов Шалинского РОВД. Наша смена как раз только закончилась. Один из оперативников стал по списку вызывать всех амиров. Их по одному подводили к нему, и они подписывали какую-то бумагу. Мне было интересно, что происходит, и я спросил у одного опера. Нам сказали, что амиры должны подписать подписку о невыезде, после чего их отпустят. Я очень удивился, почему амиров отпускают, а рядовой состав банды нет. Я спросил, но мне сказали, что это не наше дело. После того, как амиры подписывали бумагу, их по одному выводили из спортзала. Мы с Сулейманом Саралиевым вызвались вывести Сайд Рамзана Абдулкеримова. Около спортзала нас ждал полковой УАЗик. Мы сели в него и доехали все вместе до здания 6-й казармы. Нам сказали везти Абдулкеримова в подвальное помещение казармы. Мы завели Сайд Рамзана Абдулкеримова в комнату отдыха с теннисным столом, которая находится рядом с техническим вентиляционным помещением.
В комнате отдыха находились начальник МВД России по Шалинскому району Тамерлан Мусаев, командир полка Аслан Ирасханов и 4 их охранника. Мусаев с Ирасхановым играли в настольный теннис. Все амиры, которых привезли из подвала спортивного зала, стояли на коленях вдоль стен в этой же комнате. Их руки были скованы за спиной наручниками. Некоторые из них просили их помиловать, говорили, что невиновны. Мусаев и Ирасханов в ответ издевались и оскорбляли их. Я хотел сказать Сулейману, что нам лучше быстрее уйти отсюда, но в этот момент дверь вентиляционного помещения открылась, и мы увидели главу администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова по кличке Быстрый. В вентиляционной комнате, кроме него, я также увидел охранников Ибрагимова и тела 2 амиров, которые лежали друг на друге. Наручников на них не было. По положению тел я понял, что они мертвы. В одном из них я опознал Адама Досаева. Ибрагимов Турпал-Али сказал, чтобы в комнату завели следующего. Тут он увидел Махму Мускиева, засмеялся и сказал: «Ведите его сюда, он сейчас все нам расскажет». Сулейман Саралиев стоял рядом с Махмой. Ему приказали поднять его и завести его в вентиляционную. Махма плакал. По лицу Сулеймана я видел, что он сильно растерялся. Но не выполнить приказ он не мог. Он завел Махму в вентиляционную, и Ибрагимов закрыл дверь. Я понял, что следующим в вентиляционную комнату прикажут отвезти кого-то мне, и сказал командиру полка Аслану Ирасханову, что я после смены и пойду спать. Никто не удивился, так как 6-я казарма была казармой, где мы жили, спальные помещения для сотрудников были на 1-м этаже, и учились. Я быстро вышел. Следом за мной ушел водитель УАЗика, на котором мы привезли на казнь Саид Рамзана Абдулкеримова. Спать я не ложился, ждал Сулеймана. Он пришел примерно через 2 часа и был сильно испуган. Я спросил, что произошло. Он сказал, что расскажет мне утром, и сразу лег спать. На следующий день, утром после построения, Сулейман сказал, что всех, кого привезли в подвал 6-й казармы, убили. По его словам, сначала одного из 2 амиров застрелил Ибрагимов, после чего в вентиляционную зашел командир полка Ирасханов и сказал, что лучше убивать так, чтобы не пачкать помещение кровью. Она плохо отмывается и остается запах. Так что остальных амиров задушили спортивным канатом. Человека клали на живот с наручниками за спиной. Снизу под шеей пропускали спортивный канат, и один из сотрудников, наступив на затылок, сверху затягивал на шее. Второй сотрудник держал ноги. Убивали охранники Ибрагимова. Сулеймана Саралиева тоже заставили участвовать в убийстве Махмы Мускиева. Сулейман сказал мне, что не может забыть лицо Мускиева в тот момент, когда его убивали. После казни трупы вынесли из подвала, уложили в автомобили УАЗ-Патриот, которые были у охраны начальников МВД России по Шалинскому району Тамерлана Мусаева, и увезли. Куда именно, я не знаю, но мне известно, что родственникам Саид Рамзана Абдулкеримова выдали его тело для похорон. 16 февраля 2017 года начальнику МВД России по Шалинскому району Тамерлан Мусаев был награжден орденом. Сулейман Саралиев. Сулейман Саралиев пришел в полк в 2014 году. Он родом из села Шаами-Юрт, откуда все Саралиевы, в том числе и депутат Госдумы от Чечни, Шамсаил Саралиев. Двоюродный брат Сулеймана Хасан Назиров работал заместителем начальника Октябрьского РОВД. Мы с Сулейманом познакомились и очень быстро подружились. Всегда вместе были во всех выездах. После казни амиров Сулейман сильно изменился. Он все время говорил, что ему по ночам снится Махма Мускиев. Не мог спать нормально, подсел на лирику, противосудорожное средство, которое популярно среди наркоманов в Чечне. РЕД «Новая газета». У него стала навязчивая идея рассказать кому-то о казни. Он боялся, что к нему придут родственники убитого Махмы и будут мстить. В конце концов, я согласился поехать с ним на встречу с его знакомым, который работал то ли в прокуратуре, то ли в Следственном комитете. Его звали Минкаил. Встреча проходила около рынка Беркат в Грозном. С Минкаилом встречался только Сулейман. Я остался в машине. Я понимал, насколько это опасно, но остановить друга не мог. Я говорил Сулейману, что нам надо уехать из Чечни и потом все рассказать. Сам я подал документы на загранпаспорта для всей семьи и взял больничный. Я уже решил, что на службу больше не вернусь. Встреча со знакомым Сулеймана Минкаилом состоялась в начале марта 2017 года. Сулейман сказал, что Минкаил попросил неделю, чтобы посоветоваться с руководством. На связь Минкаил больше не вышел. Это был последний раз, когда я видел Сулеймана. Он продолжил служить в полку, я сидел на больничном. Во второй половине марта мне несколько раз звонил мой замком взвода, но я не брал трубку. Я думал, что вызывают в полк на выезд, но не хотел туда ехать. А потом позвонил Сулейман. Он был страшно напуган, сказал, что сейчас у своего двоюродного брата Хасана, и попросил никому не верить, чтобы про него не говорили.
Часа через 2 я сам его набрал, но он не отвечал. Я позвонил знакомому сотруднику из своего взвода, спросил, где может быть Сулейман. Он очень грубо ответил мне: «Насчет этого педераста Саралиева больше никогда мне не звони». Я стал выяснять у других сослуживцев, что же случилось, и узнал, что в полк приехал Висмурадов и привез с собой какого-то наркомана. Сулеймана привели из тренажерного зала. Наркоман указал на него и сказал, что был с ним на квартире в Грозном и что Сулейман якобы гей. После этого Висмурадов вызвал в полк двоюродного брата Сулеймана Хасана Назирова и спросил его: «Ты его убьешь или нам это сделать?» А на следующий день, фактически тайно, без соболезнований и поминок, как это у нас принято, Сулеймана похоронили. Я не думаю, что Сулейман был геем. Я его знал много лет. Но с ним могли расправиться как с геем, потому что он рассказал о казни задержанных чеченцев. После этого, как только загранпаспорта были готовы, я купил билеты до Бреста и уехал из Чечни навсегда. Записала Елена Милашина. Новая газета.